Здравствуйте, это программа «Интервью дня» на телеканале ТУВА-24, в студии Татьяна Рамазанова. Сегодня мы будем говорить о соблюдении мер безопасности на водных объектах. И сегодня в студии заместитель начальника Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Республике Тыва Аяз Александрович Айдов. Здравствуйте. Здравствуйте. Специалист пресс-службы Главного управления МЧС России по Республике Тыва Луиза Кыргызовна Намчил. Здравствуйте, Луиза. Здравствуйте. Аяз Александрович, наступило лето. Катера, люди пошли купаться. Оперативная обстановка на 15 июля. Что происходит на водных объектах? С начала года у нас зарегистрировано 12 происшествий на водных объектах. Из них в летний период зарегистрировано 9 происшествий, при которых погибло 8 человек, в том числе 1 ребенок. 3 человека числятся пропавшими без вести. Вот такая обстановка. В прошлом году также у нас зарегистрировано 12 происшествий, при которых погибло 10 человек, 2 человека пропало без вести. Цифры больше или меньше по сравнению с прошлым годом? Цифры, получается, на уровне держатся. Цифры на уровне. А так, если в целом брать в десятилетней динамике, то наблюдается небольшое, но снижение гибели на воде. Вот так вот, такая обстановка. Луиза Кыргызовна, какая профилактическая работа ведется и вообще из-за чего происходят трагические случаи? Давайте вот со второго начнем. Какая причина? Безнадзорность детей, родители не следят, сами взрослые почему тонут? У нас в основном анализ происшествий показывает то, что у нас основные причины гибели взрослых людей – это, конечно, распитие спиртных напитков, купание в состоянии алкогольного опьянения. А в отношении малолетних детей это безнадзорность. Они купаются на водоемах, купаются одни, и в результате чего у нас происходят вот такие трагические происшествия. Если взять пример прошлый год, у нас в Лухемском районе в городе Шагонар произошло трагическое происшествие с гибелью малолетнего ребенка 4 лет, то там по вине взрослых взяли детей с собой на берег и распивали спиртные напитки, в результате чего ребенок остался без надзора и утонул в реке Енисей. По маломерным, если по происшествиям с гибелью людей на маломерных судах, то это, конечно, самое основное нарушение. Это то, что судовладельцы не соблюдают меры безопасности именно в плане не одевают спасательных жилетов. И кроме того, что сами не одевают, и также не обеспечивают своих пассажиров спасательными жилетами. И что, они нарушают скоростной режим, такое понятие есть на воде? Да, есть. Нарушение скоростного режима, и вот лодка переворачивается в результате нарушения правил, и в результате которого они попадают в воду, и они бы могли бы и спастись в этом случае, если бы были в спасательных жилетах. Вот прошлый год у нас происшествия 6 происшествий было. Именно на воде, да? С маломерными судами, где у нас нет ни одного случая, где люди побеспокоились о себе, одели спасательные жилеты. Бывают такие случаи, что сами садятся без жилетов и детей берут без жилетов. Маломерные суда. Допустим, вот в прошлом году случай был то, что отец доверил сыну переплавить лодку, на стоянку поставить. Ребенок не справился с управлением, и лодка перевернулась, получается. И тоже ребенок был без спас-жилета. Ребенок жив? Нет, к сожалению. То есть погиб? Да, погиб. Аяз Александрович, рейды. Когда у вас начинаются рейды по маломерным судам, по берегам Енисея? У нас ежегодно рейды начинаются с середины мая с открытия навигации для маломерных судов. И с этого времени у нас жаркая пора, все госинспектора находятся на воде, надзирают за маломерными судами. В этом году у нас выявлено 17 правонарушений на водных объектах. В том году было выявлено всего 6. То есть больше стало? Да, больше стало. Штрафы выписываются за нарушение? Да, выписываются. Основные нарушения получается то, что
без спас-жилетов судоводители находятся. Это основное нарушение. Потом второе нарушение основное – это маломерные суда на воде без технических освидетельствований находятся и без регистрации. Это вот такие самые основные нарушения. Луиза Кыргызовна, у нас в черте города Кызыла есть городской пляж? Да, есть. Он на территории нашего национального парка. И в этом году как бы он еще не открыт. Ну, из-за ковида. Да. Как бы ограничения ввели в национальном парке, из-за этого пока пляж там не функционирует. Аяс Александрович, ну, насколько я знаю, пляж ежегодно должен проходить какую-то тоже техническую проверку. Да, техническое свидетельство. У нас на учете в центре ГИМ состоит, всего по республике состоит 4 пляжа. Один из них в национальном парке и 3 пляжа в детских оздоровительных лагерях. А в летнем периоде в Мингунтайгинском районе мы в июне открыли, освидетельствовали пляж в лагере Акхол. А с 4 июля он закрыт с введенными ограничениями. А в целом по республике это вопрос стоит остро. Отсутствие пляжной инфраструктуры, отсутствие безопасных мест отдыха населения на водоемах. То есть это не только в городе Кызыле, но и по Кожунам республики, где у нас, мы знаем, много рек, озер, малых речушек. Да, все правильно. То есть... Все, в основном, вот посмотрите, все наши населенные пункты в основном находятся возле рек. Соответственно, муниципалитеты должны обеспечить безопасный отдых населения. То есть на реках надо в близлежащих населенных пунктах определить места безопасного купания, и чтобы в этих местах дежурили муниципальные спасательные формирования. Работа в этом направлении ведется. Муниципалитетом ставятся задачи по определению мест безопасного купания и по выставлению спасательных постов. Ну, то есть в ближайшее время где-то это будет сделано? Да, должно, по идее, быть сделано, но, как пишут, во многих еще не сделано. Это надо определить приказом, прямо определить муниципалитета. Такое-то место в таком-то водном объекте безопасного купания. И приказом создать спасательное формирование. То есть получается, пока у нас нет вот этого приказа, нет пляжей организованных, и будут продолжаться эти случаи? Да. Если вот не создадут, это так и будет продолжаться. Но и все-таки самое важное, что самое важное вообще в профилактике безопасности, чтобы люди отдыхали безопасно. Вот если мы, например, возьмем озеро Хадын, озеро Чагытай, там проводятся вами какие-то проверки? Да, на озере Хадын, озере Чагытай, это зона действия Тандынского инспекторского участка центра ГИМС. Там профилактические рейдовые мероприятия проводятся. Но основное, конечно, это сознательность граждан. То есть, как показывает статистика, более 50 происшествий, связанных с гибелью на воде, это в состоянии алкогольного опьянения. И если дети, то это отсутствие контроля со стороны родителей. В том числе вот у нас спасатели реагируют на такие происшествия, как, вот, допустим, купаются, плавают на матрасах, на надувных кругах, их потом ветром относят на середину водоема и приходится вызывать спасателей. Вот такие тоже очень опасные моменты. Я добавлю. Вот у нас буквально в прошлом году была проведена спасательная операция. Спасли маленькую девочку. Вот она, ее родители как бы, тоже так же унесло ее течением на реке Хадын. Ну, то есть удалось спасти? Да, ее спасли спасатели. Оперативно выехали на место, и вот благодаря оперативному прибытию на место они спасли ее. Рейдовое мероприятие вот сейчас проводится раз в неделю, раз в месяц. Какая-то есть очередность проведения? Вот у нас сейчас с наступлением жаркой поры мы каждый день патрулируем до вечера, до позднего вечера патрулируем. То есть береговую зону Енисея? Да, в черте города Кызыла, потом в районах республики, где наши инспекторские участки. Там проводятся профилактические рейдовые мероприятия.
Причем совместно с муниципалитетами, с органами по профилактике несовершеннолетних, с МВД проводится. Это у нас все в плане, все работает. По Министерству внутренних дел тоже как бы инспектора привлекаются, они как бы вот детей, которые безнадзорные, их как бы доставляют в полицию, да, на в учет, инспекцию, да, да, наверное? вызывают родителей и выписывают им административные штрафы. Совместная работа у нас в этом плане проводится. Вчера вот 25 ребятишек сотрудниками нашими было выведено с водоема, потому что они там бегали одни без сопровождения взрослых. Это где, какой водоем? Это вот в черте города Кызыла. Таких случаев очень много. Дети без надзора бегают, и нам приходится их выпроваживать с водного объекта. Вообще, самосознание родителей, оно с каждым годом, может быть, вы замечаете, оно улучшается, они понимают, что нельзя детей одних отправлять, оставлять. Какая-то работа с ними проводится, вот самосознание у них повышается? Мы проводим профилактику, и в том числе с родителями. Родители слушают, да, слушают, кивают головой, что все понятно им. В некоторых случаях по-разному бывает. Мне кажется, знаете, родители, может быть, не понимают. Вот она, сильно текущая река с большим течением Енисей, небольшой затончик. Но вот если шагнуть чуть дальше, и ребенка просто унесет. Там может быть ямка. Ямка. Там может быть скользкий камень, подскользнется, упадет, захлебнется. Вот эти моменты родители, наверное, не задумываются об этом. То есть они спокойно сидят, ребенок вот здесь водички, а далее большое течение. Такое Они тоже должны об этом помнить. Конечно. Вот добавлю, коллеги, у нас получается, что доступность каждого населенного пункта, да, к водоемам, и вот, конечно, у нас очень большой риск по происшествиям на водных объектах именно в отношении детей, потому что буквально вот дом и рядом обязательно вот имеются водоемы. И я просто хотела бы здесь поделиться своим опытом, как мы профилактику и надзор в отношении своих же детей проводим. Вот, например, у меня тоже сын, 15 лет ему, и он, конечно, вот в плане того, что тоже ставит нас в известность, что они хотят покупаться. Мы тогда делим с родителями, которые наши соседями, делим, кто будет их сопровождать. И вот в таком сопровождении вывозим детей, и вот они в надзоре купаются. Да. Вот это тоже должны применять, потому что каждый день, конечно, гулять с детьми, это вот в силу тех возможностей, что люди работают, да, у некоторых людей нету. Из этого может сделать график родителей, чтобы вывозить детей, и кто-то обязательно наблюдал за детьми, которые купаются. Угу. Вот, пользуясь случаем, мы хотели бы обратиться все-таки к населению. Прошлые выходные, которые у нас были на территории республики, стояла жаркая погода, в результате которой у нас произошло 2 происшествия на воде с гибелью людей. И по прогнозу гидромета, то, что они дали нам на эти выходные, также на территории республики будет сохраняться жаркая погода, местами небольшие дожди, но это все равно тот наплыв на водоемы он не приостановит. И в связи с чем мы хотели бы, конечно, обратиться к жителям республики, чтобы отдыхали, но при этом соблюдали все меры безопасности. Не распивали спиртные напитки, не купались в состоянии алкогольного опьянения и пристально следили за своими детьми. Спасибо, Луиза Кыргызовна, спасибо, Аяз Александрович. Это была программа «Интервью дня» на телеканале ТУА-24. Впереди жаркие выходные дни. Берегите себя и своих близких, не оставляйте детей одних у водоемов и не распивайте спиртные напитки. Спасибо, всего доброго.